Пока не появился на свете разноцветный человечек, все на свете было серое. И облака были серыми, и дороги были серыми, и даже елка была серая, что никто не знал, что это елка. Вдруг появился разноцветный человечек, стоял посреди дороги и не знал, куда идти. «Эй, разноцветный человечек, дай мне, пожалуйста, немножко черной краски для хвоста и головы, и немножко красной для грудки, и совсем чуть-чуть желтой для клюва». Человечек дал краски для снегиря, и она полетела в небо все выше и выше. Потом вдруг послышалось громкое бум, и маленькая птичка упала на землю. «Ох, разноцветный человечек, смотри, какую я себе набила шишку! Я ударилась об облако. Пожалуйста, человечек, дай немножко голубой краски для неба и белой для облака». И разноцветный человечек разукрасил небо и облако. Тогда небо поднялось высоко-высоко. Тут к человечку подошла лисичка. «Разноцветный человечек, пожалуйста, поделись со мной тоже красками. Я хочу выглядеть очень яркой и красивой», — сказала лисичка. Тогда разноцветный человечек предложил лисичке оранжевый цвет. «А я хочу одеться в белое», — сказал зайчик. «Я хочу в коричневое одеться», — сказал медвежонок. «А для моей самки подойдет красный цвет». Потом звери и снегирь увидели серую елку и попросили тоже ее раскрасить в зеленый цвет. Разноцветный человечек шел по свету, и весь свет становился ярким и радостным. Звери стали вокруг елки в хоровод и попросили у разноцветного человечка фонарики и шарики, чтобы нарядить елку к Новому году. «Я знаю, кто нам поможет», — сказал разноцветный человечек. «Это воспитанники детского сада. Дети, вы готовы нам помочь? Давайте все пойдем наряжать елку». «Спасибо вам, разноцветный человечек, за краски. Вы очень добрый и хороший человек. Вы подарили нам радость и веселье».